Рассказывая о традиционной обуви волго-уральских татар, необходимо заметить, что кожаная обувь была в обиходе еще с булгарских времен. Так, например, проводя раскопки в Казанском Кремле, в Булгаре, зачастую находятся как фрагменты кожаной обуви, так и кожаной мозаики. А кожаная обувь — это, конечно же, все-таки, несмотря на то, что она присутствовала практически у всех слоев населения, это обувь больше городской среды, либо праздничная обувь. А мужская обувь практически не украшалась. Украшение пятки мужской обуви можно встретить в более ранних вариантах мужской кожаной обуви. Конечно же, украшение было характерно более для женских сапожек, которые украшались активно практически по всему периметру кожаным мозаичным узором. Сама кожаная обувь — это была башмаковидная обувь. Что же такое башмаковидная обувь? Это обувь, которая сшивается из двух отдельных частей, то есть отдельно подошва и отдельно верхняя часть. Домашние кожаные сапоги с мягким низом были характерны и также для многих мужчин. Это было очень удобно, с тем, что не обязательно было постоянно совершать омовение ног, так как они были чистые в кожаных, так можно сказать, своеобразных кожаных носках. На улице в таких кожаных тонких сапожках могли также ходить, но поверх надевая щабата, либо калуши, кавеш. Щабата — это обувь скорее более характерна для сельского населения, то есть лыковая обувь была больше в обиходе в селе, так как она была удобна, практична, теплая. Также носили и кожу из войлока. Это войлочные валенки. Так, например, сегодня сохранились наши кукмурские валенки. Это изготовление кожаной обуви имеет глубокие корни и традиции. На конце 19-20 века войлочные валенки закупали на разных ярмарках, которые были не только в Казанской губернии, но также и по всей России. Традиционный кукмурский узор — это белые валенки с красным войлочным узором. К тому же необходимо заметить, что женские башмачки, туфельки имели своеобразную форму. То есть отдельно сшивался передник и задник этой обуви, то есть они как бы смыкались в центральной части. Сама наиболее такая традиционная форма женской обуви, женских башмачков — это чуть удлиненный, загнутый кверху носок. Туфелька могла быть как без каблучка, либо невысокий каблучок, но это уже, скорее всего, дань моде в конце 19 века, не более 3-4 сантиметров в форме рюмочки.